если ребенок не перевоспитывается, детдом. Я возьму Я это не на знаю. заметку. Нет, мама. А что? Ты Вот, хотела я не знаю. самостоятельность жизни? Дети — это цветы жизни. Сорвал Да. букет, подари бабушке. Но я не умерла. Я просто наглоталась чуть-чуть, таблеток 10. Там я разные брала. Мне несколько были от кашля, несколько... Я не читала название, я просто видела, то, что это таблетки. И мне просто Какой было ужас, очень у грустно. меня аж ладони Вот. вспотели. Бро, смешно, бро, смешно. Меня зовут Майя, мне 34 года, у меня 2 детей, и это моя старшая дочь Мария. Меня зовут Маша, мне 13 лет, и это моя единственная мама Майя. Вы отвечаете на вопросы, которые придумали мы. Если мама не отвечает на вопрос, то она дает 250 рублей карманных денег. Если ребенок не отвечает, то забирает 250 рублей. Ну что ж, поехали! Давай, кто первый? Раз, два, 3. Раз, два, три, 2, 3. Раз, два, 3. Раз, два, 3. Ну давай. Если я не сдам ЕГЭ, что ты со мной сделаешь? Ничего, даже на следующий год, я надеюсь. Да, это так просто. Ну да. Ты видела видео, которое слила инстасамка? Что думаешь? Я не слежу за таким. Кто это вообще инстасамка? Какое видео она сливала? Я не знаю, наверное, что-то непристойное. А если я решу выйти замуж в 16, дашь ли ты согласие? Я буду за. Ну, нет, не за. Я спрошу тебя, любишь ли ты этого человека, действительно ли все это серьезно. Вопрос, скорее всего, тебе нужно будет решать не со мной, а с папой. Ты когда-нибудь завидовала семье кого-нибудь из твоих друзей? Нет, у меня самые лучшие родители. Ты признаешь, что у тебя есть вредные привычки? Хочешь ли ты от них избавиться? Да, ну и нет, всех привычек я хочу избавляться. Я курю, иногда выпиваю. Папа попросил не позориться. Я пока не готова бросать. Мне комфортно. Курить я бы бросила, да, потому что я не хочу, чтобы ты курила. Но так как я курю сама, я не совсем имею права тебе запрещать. Чтобы что-то запрещать, нужно самой этого не делать. Что бы ты сделала из того, что запрещено мной? Мама мне ничего не запрещает. Ну, тебе нельзя пить, курить, выходить замуж в 16. Я бы выпила, потому что, возможно, из этого в будущем у меня будет отторжение. Напиться, и чтобы тебе Да, было потому плохо, что я и ты вижу, такая... как вам плохо. Ой, Маша. Пожалуйста, вырежьте это. На тебя поднимал руку папа или ты на него? Да, мы раньше периодически боролись. Нет, ну, насилия в семье нет у нас. Иногда в полуссоры я могу его толкнуть, например, он может меня толкнуть. Ничего криминального такого. Ну, в основном зачинщиком всегда я. В основном я атакую. А на тебя папа руку поднимал? Нет. В шутку щекотимся, деремся. А, ну да. Кого ты любишь больше, меня или папу? Я люблю вас обоих Да, очень да. сильно. Ты можешь то есть- признаться, и мы потом это вырежем. Или я Правда? вырежу тебя. Шутка. Да, я люблю черный юмор и... Правда, люблю вас одинаково. Бывают моменты, когда папа разрешает меньше, чем мама, и я очень сильно обижаюсь на вас. Но То есть именно- папа тебе запрещает, обижаешься ты на нас обоих? Нет, обижаюсь на папу. А, ну да, Да. хорошо, молодец. Но почему вы с папой ругаетесь? Потому что папа меня не понимает. Он меня не поддерживает. Но в этих спорах и ссорах часто рождается истина. Ну, или не рождается. Якутск, 2050 год. Шел 8000-й нерабочий день. Мир настолько очистился, в Венецию вернулись дельфины, а в Якутск Сиеуола. Все фильмы по подписке уже пересмотрены. Ну вот же нормальный мужик. Выбирай его. Документы перестали быть нужными. Паспорт, ИНН, СНИЛС, ну хоть где-то ты пригодился. Надежда покинула этот мир. Единственное, что остается неизменным – полуфабрикаты местного производства. Только ручная лепка. Только настоящее якутское мясо. Интересно. А товар сертифицирован? Полностью сертифицирован. Так я вообще на Вильнюсском тракте живу. Ты ешь давай, а не мешай. А 1300 рублей доставка бесплатная. Как по городу, так и на Сергеляхское, Хатын-Юряхское, Объездное шоссе и Вилюйский тракт. Тапут Мися, вкус, который не заебет.
Тебе нужно больше свободы? На самом деле меня нужно контролировать, потому что если у меня будет еще больше свободы, то я буду переходить границу, перестану вас вообще уважать. То В есть смысле, ты нас не уважаешь, В что ли? смысле, нет. Ну, я Поэтому не думаю, что меня- ты переходишь те границы, которые имеются в виду. Дадим мы Да. тебе больше свободы, что ты сделаешь? Придешь домой в 9:30, а не Вы в меня до 9. 9 даже не отпускаете. Да, мне нужно больше Почему? свободы. Почему мы тебя отпускаем? Вы меня не отпускаете, вы максимум до 8. Ходит плохо автобус, а если тебе надо попозже забрать, ты просто предупреди, и папа за тобой приедет. Не было такого. Вы всегда говорите до 7, до 6, мама. Ну ладно. Рожать ребенка это больно? Ну, вообще, да. Ну, я не знаю это совсем до конца, потому что вы родились у меня путем кесарево сечения. Кстати, я читала, британские ученые доказали, Мама! что дети, рожденные путем кесарево сечения, намного красивее, чем рожденные Мама, естественным это путем. дискриминация. Ты боишься моей смерти? Очень, на самом деле, сильно, потому что с тобой случалось довольно много плохих ситуаций. Я иногда боюсь, что случится еще более серьезное. Я очень этого боюсь. В начале года произошла не очень хорошая Мгм. история. После этой истории я на самом деле тоже задумалась о том, что нужно быть предусмотрительнее. Как пел Виктор Цой, следи за собой, будь осторожен. Домогались ли до тебя мужчины? Ну, вообще, да. Это было нечасто, это быстро пресекалось. Просто был такой момент, когда этого не ожидаешь именно от того человека, который это сделал. Ну, там не было угрозы, но были именно такие конкретные намеки. И... Ой, это на самом деле, так неприятно. Не молчать об этом, позвать кого-то на помощь, кому-то это рассказать, то есть не держать в себе. И там человек пытался обвинить меня в том, что я сама виновата, но невозможно быть виноватой в том, что тебя кто-то хочет. Ну, это бред какой-то. Какой из подарков на день рождения больше всего запомнился? У нас сегодня сочинение было на эту тему. И какой же тебе запомнился больше? Я написала то, что поездка в лагерь, но это был не подарок. И это Да. было не день рождения. Да, наверное, самый запоминающийся подарок это было все-таки само мой день рождения, потому что мне выделили большую сумму, и я гуляла с друзьями. Мне это больше всего запомнилось, А почему тогда ты в сочинении об этом не написала? потому что я забыла про это. Но это был самый запоминающийся день рождения. Во сколько лет можно лишиться девственности? 18, я думаю. Я не думаю, что это можно как-то супер проконтролировать. У меня это было 18, и я думаю... Не потому что у меня так было, и поэтому у тебя должно быть так. Ну, нужно быть, во-первых, совершеннолетним, я считаю, и, как-то, осознанно подходить. Ну, тут уже ничего не изменить, не исправить, никак назад ничего не переиграть. Ну, поэтому должно быть все красиво. Нет, мы Вообще- обсуждали эту тему. Вообще, Нет, да, это нет. должен был быть вопрос, который я должна была задать лично, но как ты отнесешься к тому, что я забеременею снова? Я отнесусь нормально, потому что это все-таки твой выбор. Дома я говорила не так. Совершенно но это не твой так. выбор. Я уважаю твое мнение, Нет, и а ты уже бы- твой выбор, но тем не менее Нет, а вот я как- была бы не очень довольна. Потому что у меня есть младший брат, иногда у меня такое чувство, что мама уделяет ему больше внимания, любит его больше. Ну, ты же знаешь, Да. что это не так. Я знаю так, но у меня такое чувство бывает. Если у мамы родится еще один ребенок, то мне кажется, она станет уделять мне еще меньше времени, и Мишу в том числе. А Миша этого не переживет. Так что я была бы против Мне нужно немножечко подождать, и я, наверное, пенсионериться до конца. я просто буду нянчить внука или внучку. Ну, лет через 7, Я хочу 20 в лет. 35 Почему максимум. так долго? Вот мне уже... Нужно ли давать деньги попрошайкам Почти. на улице? Нет, я против этого. Деньги нужно заработать. Если бабушка там связала носки и продает их, продает свои какие-то комнатные растения, там, это можно купить. То есть помочь так финансово. Не взять сдачу, например, а именно помогать давать деньги. Нет, я против этого. Сколько детей ты хотела бы иметь? Какие имена ты бы им выбрала? Ой, я знаю, как будет звать твою дочку. Как? Майя. Не знаю, хочу ли я иметь вообще детей. Если я захочу иметь детей, то это будет, скорее всего, только один ребенок, потому что дети это большая ответственность. И я не уверена, что я стану достаточно ответственной к сознательному возрасту. По-моему, ты уже как-то очень ответственна. Да? Да, в свои, да, Мгм. сколько там тебе. Я думаю, максимум один, потому что на больше меня не хватит. Почему? Дети, это же прекрасно. Дети это цветы жизни. Сорвал Да. букет, подари бабушке. Маша родилась 12 июня. Мама, нет.
Нам друзья, ну, мы выбирали имя. Россия. Да, и нам друзья посоветовали назвать ее Россия. Типа, авось вам квартирку дадут. Ну, как видите, квартиры у нас нет. До скольки лет я могу пить алкоголь? До скольки лет? До скольки лет? Со скольки? Ладно. Наверное, с 21. Но 18 лет я буду уже в сознательном возрасте, так что я могу не спрашивать у тебя разрешения. Поговорим, когда мне будет 18. Да. Целовалась ли ты с парнем? Да. Как так? Ну, это был не поцелуй. Я его знаю. Да. Но мне тогда было... Я была в 4 классе или в 5. Да, я поняла, кто это. Да, это был просто чмок. А взрослый поцелуй? Только... Нет, с мальчиком не было. М. Ты боишься смерти? Ой, да, на самом деле очень боюсь смерти. Нет, не смерти, я боюсь старости, что у меня будет маразм, что я стану обузой своим детям, то есть я этого не Ты хочу. никогда не станешь нам обузой. Ой, я прекрасно тебя понимаю, но это мое желание не становиться Мгм. обузой. Издеваются над кем-нибудь в твоем классе? Именно травли прям жесткой не было. У нас просто есть девочка, она вела себя не очень хорошо, и из-за этого с ней никто не дружил. Вообще Да. так нельзя делать. Я знаю, мама. Это очень плохо, не делайте так. А тебя не обижали? Обижали. Да? Кто? Много кто. В То есть- смысле много кто? А мальчики в моем классе меня обижали. За что? Но они не прям обижали, но они смеялись, и мне было не очень приятно. А почему не смеялись? Я тебе рассказывала. Да, я помню. Ты не помнишь. Я не помню. Но больше всего было со стороны моих подруг. Мы вообще друг друга постоянно предаем. Это было Уровень. обидные шутки. Это было отношение плохое скорее. Ну, я думала, что это не так серьезно. Но я была поменьше, так что, возможно, если бы меня часто так обижали, мне было бы не так обидно. Смогла бы ты усыновить ребенка? Да, я думала об этом. Ну, тоже, когда я была недавно. Ну, я не хотела заводить своих детей в плане рожать, потому что я думала, что, ну, зачем это Если и так много токсикоз, брошено. там, да, там, вот Мгм. это все. Зачем рожать самой, если можно взять уже Готового. готового ребенка, да. Ну, не в плане готового ребенка. Готовы отношения как вещи на самом деле. Нет, Готовы, зачем самому делать? Нет, на самом деле не так, а для того, чтобы как раз дать семью, да, человеку, ну, ребенку, которого бросили и который не заслуживает того, чтобы его бросали. Но потом... Ой, так звучит ужасно, типа... Ну, мои планы немножечко поменялись, поэтому я не буду брать ребенка из дома малютки. Ну, на самом деле, это очень сложно, это очень ответственный шаг, и люди, которые это делают, они очень большие молодцы, им нужно помогать, поддерживать их. Я сейчас не готова к этому. А почему нужно делать аборт? По медицинским показаниям, если ребенок... Не сможешь жить полноценной жизнью? Да. Ну, здесь тоже очень трудно об этом говорить, потому что, например, дети с ДЦП, например, или... Когда тело слабое, очень сильный дух. Умственно это же полноценный человек. Как бы, а только из-за того, что у него там не работает, не будет работать ножка и ручка, как бы лишать его жизни, конечно, неправильно, наверное. Ну, это выбор женщины, то есть здесь нельзя говорить, можно делать, нельзя делать. Опиши меня 3 словами. Эти вопросы похожи на американские горки. Сильная, думаю, красивая, как и внутренне, так и внешне, и, наверное, умная. Но ты не уверена, да? Мама! Опиши меня 3 словами. Вообще тут не хватит 3 слов, наверное. Можно обойтись одним. Идеально. Вообще Я шикарно, мне удобная кажется. дочь. Я удобная дочь. Да. Нет, это не вопрос. Это я просто. В смысле удобная? Типа, влезешь ли ты в чемодан на какой-нибудь такой случай? Почему ты полюбила папу? Наверное, потому что это единственный человек, который меня всегда поддерживает. Ой, на самом деле за то, что он меня вообще всегда веселит. Абсолютно всегда. То есть я смеюсь до слез каждый день. Ну, то есть он меня принимает такой, какая есть. Он никогда не отворачивается. Это очень ценно. И вообще он был симпатичный в молодости. А сейчас он просто красавчик. Ну да. Мама. Да красивый он, нормальный, обычный. Что делать родителям, если ребенок истерит? Смотря из-за чего истерит. То есть, если это истерика из-за того, что мы не купили что-то, то это плохое воспитание виновато.
То есть я уже не знаю, что делать. Если ребенок не перевоспитывается, детдом. Нет, нет. В смысле, если ребенок не перевоспитывается, Я возьму я это не на знаю. заметку. Нет, мама. А что? Ты Вот, хотела я не знаю. самостоятельной жизни? А если серьезная истерика, то нужно поддержать своего ребенка, успокоить. Но ты всегда говоришь, когда у меня истерика, это все это самоизоляция. И еще что, это твои гормоны? Да, всегда только гормоны под контролем. Не гормоны под контролем, а гормоны под контроль. Вообще, что делать родителям, если ребенок истерит? Немножечко глупый ответ, но не доводить его до истерики. Из-за чего ты последний раз плакала? Из-за того, что я увидела рекламу Креты, Hyundai Creta B2, и расплакалась, потому что у меня нет денег ее купить. Но она очень красивая, я очень ее хотела. Тем более я люблю группу B2, и там реклама такая была прямо, огонь, пожар. Я увидела рекламу по телевизору на кухне и убежала в комнату плакать. Звонила мужу и говорила: почему у меня нет денег, дай мне денег. Он сказал: нет, наверное, это не любовь. Шутка. Важно ли тебе мнение общества? Все-таки я думаю, что да. Я выгляжу как-то не так, или я что-то сделала не так, или я что-то сказала не так. Мне кажется, все считают меня сразу тупой, безвкусной. Я вчера поссорилась со всеми друзьями из-за этого, потому что мне Это казалось, в они группе, думают, в что я которой, тупая. в которой вы общаетесь? Я вышла и сделала вид, что у меня дела. То есть ты вышла из группы Да, но я добавилась. сама? Да, То есть ты ну это так как работает. королева драмы? Были ли у тебя мысли о самоубийстве? Да, я помню, я резалась, Ох. и ты спалила это. Но на самом деле это были порезы на уровне порезов кошки. Вот. Я резала специально в классе, я, скорее всего, тоже... В смысле, Я это т- прям я показушно, требу- что ну ли? Да, я Ну, требовала хорошо, внимания, молодец, скорее всего, молодец. просто. А именно о самоубийстве были мысли? Да. Я поссорилась с подругой, пошла одна домой, выключила, телефон разрядился, и вы меня потеряли очень сильно. Да, я Ой, помню. потеряли. А потом папа приехал такой нервный, он меня все-таки искал по городу. А Так я дома потому была. что мы... Мне было очень обидно, я сама была виновата, но мне было очень обидно. Я пошла, нашла бабушкины сердечные таблетки и выпила кучу, а потом пошла спать с бабушкой. Но я не умерла, я просто наглоталась чуть-чуть, таблеток 10. Там я разные брала, мне несколько были от кашля, несколько... Я не читала название, я просто видела, что это таблетки. Вот. И мне просто Какой было ужас, очень у грустно. меня аж ладони Вот. вспотели. Но я бы не умерла, я прям чувствовала, что я не умерла. Ты Вот. серьезно? Ты не знаешь, какие ты пьешь таблетки? Такая, я знаю, что я не умерла бы. Ну, мама, там было таблеток 10, может 20. Ладно, вот. Стесняешься ли ты маму или папу? Стесняешься ли? Подожди, я хочу об этом поговорить, если честно. А, Ей было... 12. Нет, тебе было не 12 лет, тебе было 11 лет. Ну, тем более, мне было 11 лет, я наглоталась таблеток. Мы потеряли... У меня была вот это, я с подругой гуляла, и мне потом подруга это рассказывала. А Вместо- я наглоталась 32 таблетки. А я потом пошла и старалась наглотаться как можно больше. Я такая, а я вот столько наглоталась. Я И прям что чётко тебя помню. остановило? Ничего. Я Почему просто тогда только наглоталась. 10? Я просто подумала, что столько достаточно для смерти. Но я знала, что я не умру. Но это были не такие несерьезные, это была обида. Обида на что? Я не знаю, мне просто было обидно, что пришли, накричали. Вот. Я знала, что я сама виновата, но не понимала. Знала, но не понимаешь? Мне было 11, я была маленькая, сейчас умная. Тебе было 11 лет, и ты уже думала, моя подруга выпила 32 таблетки, пойду-ка Да. я выпью 33, да? Я больше так не делаю. Ужас. Да, стеснялась ли ты маму и папу? Мне иногда было неудобно, но именно чтобы стесняться, нет, никогда. Даже если они делают что-то, что мне не нравится, как бы это их выбор, как бы это их позор, а не мой позор. Мне было неудобно иногда. Я помню, ко мне пришли друзья. Ой, такое личное на самом деле, оказывается. Ко мне пришли друзья, мы стояли в подъезде, я была тогда подростком, мне было, по-моему, 16 лет, что ли. И мама возвращалась с гостей и была под шофе. Ну, и надо там что-то там с моими друзьями разговаривать, что-то хихикать. Если я когда-нибудь так сделаю, пожалуйста, останови меня. Надо придумать какое-то стоп-слово, правда, что? Ты стеснялась когда-нибудь нас? Я иногда стеснялась папу. Осенью вы редко моете машины. И у нас грязная машина была. И мне было очень неловко от того, что друзья говорят, а это твоя такая грязная машина, да? Ну, потому что Вот. чистый внедорожник — позор его хозяину. А так за маму мне никогда не было стыдно. Наоборот, я хвастаюсь тобой иногда. То, что Серьезно? видали, а у меня мама так может. А ведь могу. Какие части твоего тела тебе нравятся, а какие не очень? Мне нравятся мои руки. Когда я ношу большие вещи, они выглядят тонкими. Ну, они Когда тебе и большие так футболки. тонкие. Ну,
Ладно. Вот. В смысле, ладно, у меня тоже тонкие руки. Не эти, ой, как Ну, показать. Мне не нравится моя шея, потому что мне кольца, как у тебя. Вот. Складочки вот эти. Да, вот эти. Поэтому они мне очень не нравятся. И потом мне не нравятся мои глаза. У меня вот этот глаз, он как будто бы чуть косит. Но в линзах этого не видно, потому что они у меня большие сейчас. Но как будто бы косит. У меня как Какие бы- у меня части как тела будто бы- тебе не нравятся? Мне не нравится мой глаз. Ну, какое событие в твоей жизни ты считаешь самым важным? Это было 19 августа 2005 года. М. В 14-15, если мне не изменяет память. А, Я вышла замуж. Но это было самое правильное решение в моей жизни, мне кажется. А твое событие? наверное, это поездка в лагерь. У меня никогда не было много друзей. Ну и после лагеря у меня появились друзья. Немного, конечно, но появились. Как ты узнала, что такое секс? Я помню, это я узнала. На даче есть мальчик, который как будто озабоченный. Я не знаю, что с ним. Он постоянно говорит про секс. Скорее всего, я от него узнала. А сколько тебе Не было? помню. Я была в классе 3 максимум. Ну, вообще, я тоже узнала об этом от дворовых друзей. Мне тогда было 9 лет, по-моему, или 10. И была девочка, подружка у меня, заманила меня к себе домой. Поиграли в куколки, по-моему, что ли, что-то такое. А потом она достала спид-инфо. Такая была газета. Какой у тебя самый большой страх? Ой, я боюсь лишиться зрения и захлебнуться. У меня заболел глаз. Я попала в больницу в глазную. Хоть небольшой, но есть шанс того, что я могу ослепнуть где-то лет 45. То есть, и меня на самом деле это очень сильно пугает. Хочу видеть. Я люблю кино, я люблю приставки, я люблю вообще смотреть на все. И вообще меня пугает, что я не смогу увидеть тебя и своих внучат. Ой, сейчас заплачу. Давай следующий вопрос. До тебя кто-нибудь домогался? Ко мне приставали? В школе? Нет. В лагере? Нет, да. Но это Никогда были не больше не мальчики, пойдешь не в лагерь. мальчики, не волнуйся. Какая разница, кто тебе пристает, Ну, мальчик они были или девочка? маленькие, наверное, да. Ну так вот, Ну, а ты как-то прекратила это? да. Нет, подожди. Ну да. Фу, неприятно же, да, когда домогаются? Фу, Ах, вообще, вообще. фу, мерзкое такое чувство. Есть ли какой-то такой мой поступок, за который ты мной гордишься? За спасение Мии, нашей кошки. Хотя, ну это скорее не твоя заслуга. Ну ты В заметила. смысле не ты моя заметила, да. заслуга? Ну, мы заметили с бабушкой вместе. Мгм. Но именно Ну, со конкретно свекровью моей. с её твое, бабушкой. за все тобой горжусь. Ой, Да. здорово, классно. Мы были с Мишей плановыми детьми. Нет, вы были не запланированными детьми. Оба. Оба. Ладно. Как бы ты отнеслась, если бы мы с Мишей занимались чем-то незаконным? Ну, если вы будете уходить от налогов, я буду не против. Ну, конечно, я против. Я не хочу рисковать, чтобы вы рисковали. Ну, потому что это всегда приводит к двум вещам. Либо это, Смерть? да, либо это тюрячка. Можно это совместить. Ну, тогда я все задала. Просто любить своих детей, по-моему, это самое важное. Ну, так что нужно уважать своих родителей и не стесняться их. И любить. И любить. Нет, ты должна громко это сказать. И любить. Все, адьос. Все, всем до свидания. Пока.